9 октября 2019 года. Гул бомбардировщиков F-16 и залпа артиллерии нарушили тишину приграничных городов Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд на северо-востоке Сирии. Это территория, где проживает преимущественно курдское население. Бомбы и снаряды за короткое время поражают 181 цель. Так начинается турецкая операция со звучным пацифистским названием «Наба Асалям» – «Источник мира». Поводом к началу операции стало письмо американского президента Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Эрдогану. Послание выдержано в далеком от дипломатического языка стиле. Давайте заключим хорошую сделку. Вы же не хотите нести ответственность за массовую гибель тысяч людей. А я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики, хотя сделаю это. Дональд Трамп настаивает на переговорах Эрдогана с Мазлумом Абди, командующим курдскими формированиями, которые то и дело совершают теракты на территории Турции. А в заключение президент США пишет: «Не стройте из себя крутого парня, не будьте дураком, позже я вам позвоню. Искренне ваш Дональд Трамп». Спустя 2 дня Вашингтон принимает решение не рисковать своими людьми из-за курдов и эвакуировать американских военнослужащих с северо-востока Сирии, поскольку существует угроза вмешательства в конфликт сирийских и российских военных. Однако 22 октября взрывы бомб и артиллерийские залпы затихли. Турецкий лидер свернул операцию после 6-часовых переговоров с российским президентом. Безусловно, это можно считать торжеством российской политики, потому что присутствие российских войск не позволило американцам дестабилизировать ситуацию. И американцы потерпели полное поражение, то есть они вынуждены уйти, бросив курдов, что, так сказать, их разоблачило, как, в общем, людей ненадежных и мелких. Почему курды, народ, живущий на территории Сирии, Ирака, Ирана и Турции, так важен в ближневосточной дипломатической и военной игре? Одной из причин вот такого, что ли, решения явилось обнаружение крупных нефтяных месторождений. Какие обещания дают главные политические игроки в этом регионе людям, так и не создавшим своей государственности? Урегулирование курдского вопроса, создание курдского государства или создание широкой курдской автономии. Кто из российских политиков укрывал от турецкой разведки главу рабочей партии Курдистана Абдуллу Аджалана? Не безразличный человек, он умеет дружить, умеет помогать людям. И как России сегодня удалось остановить кровопролитие в Сирии? Код доступа к курдскому вопросу. В последнее время в связи с конфликтами на Ближнем Востоке в мировых средствах массовой информации все чаще упоминают курдов. Так что же это за народ? В Советском Союзе о курдах вообще знали очень мало. В то время я учился в Московском университете на факультете, который готовил специалистов-востоковедов. И мы достаточно подробно изучали историю всех стран Азии и Африки. Так вот, о курдах на лекциях студентам давали минимальную информацию. Для того, чтобы не акцентировать на этом внимание. Конечно же, в научных академических кругах, наверное, историю и современное положение этого народа изучали довольно подробно, но, как тогда говорили, исключительно для служебного пользования. И вот, открывая большую советскую энциклопедию издания 1977 года, что мы читаем о курдах? Я привожу дословно. Курды, самоназвание курд Курманджи, один из древних народов Передней Азии. Их этногенез и история слабо изучены. Живут главным образом в Иране, Турции, Ираке и Сирии и некоторых других странах. Общая численность по состоянию на 1971 год от 7,5 до 12 миллионов человек. Говорят на курдском языке. В Советском Союзе курды живут преимущественно в Закавказье, а также в Средней Азии и Казахстане. Они получили широкие возможности для всестороннего развития национальной культуры. Вместе с другими народами курды активно участвуют в коммунистическом строительстве.
И все. 5 предложений о многомиллионном народе с огромной историей и культурным наследием. Причем последнее из этих 5 предложений об активном участии в коммунистическом строительстве, честно говоря, вообще не соответствовало действительности. Так чем же объясняется такое уничижительное отношение к курдам и чем они провинились перед человечеством? Да ничем. Просто курды, так уж получилось, жили и живут на территориях, которые входят в состав стран Ближнего Востока и Малой Азии. А этот регион всегда был зоной взаимных интересов самых могущественных государств мира. 22 октября 2019 года в Сочи состоялась историческая встреча 2 президентов – Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главной темой переговоров, которые длились 6 часов, стала военная операция «Источник мира». Турция начала ее на севере Сирии 9 октября с бомбардировок курдских позиций. Ее целью было создать буферную зону, защитную линию вдоль турецкой границы. Ведь Эрдоган, он что хотел сделать? Он хотел продвинуться далеко на территорию Сирии и заселить туда, в курдские районы, миллионы арабских беженцев из Сирии, своя территория. То есть создать там ужасный этнический конфликт. Вот даже если он бы это сделал, и турецкая армия ушла, но чтобы курды потерпели на своей территории еще 1 миллион человек, что ли? Нет, конечно. То, что турки вошли только в 30-километровую зону, конечно, никого они туда заселить не могут. Мы это смогли предотвратить, это правильно. За несколько дней до этой встречи президент Сирии Башар Асад выступил против операции «Источник мира». Вместе с представителями других арабских стран он назвал ее прямой военной агрессией. Чтобы прекратить кровопролитные бои, пришлось вмешаться России. Взаимоотношения России и курдского народа имеют многовековую историю. По данным первой всеобщей переписи населения России 1897 года, курдов в стране на тот момент насчитывалось 100 тысяч. Они служили в русской армии, отважно защищая южные рубежи российского государства. Очень трепетно царизм относился к этим этническим меньшинствам. Хотя и называли их там туземцами даже своих, которые проживали на Кавказе, но тем не менее политика выстраивалась мягкая. Это продолжалось и в годы советской власти. В первые годы советской власти в ряду важных вопросов стал именно вопрос курдского самоопределения. В 1921 году Советский Союз признал курдов меньшинством, а в 1923 даже создал для них автономную область на территории Азербайджана – Красный Курдистан. Местность очень хороший район Азербайджанской республики. Все были для них созданы условия, но это было явление временное. В это же время после Первой мировой войны происходили перемены на Ближнем Востоке. 10 августа 1920 года страны Антанты и правительство Турции подписали Северский договор. По сути, это был раздел Османской империи и создание на ее территории новых государств. Там был один пункт, который предусматривал создание Курдистана. И даже были примерно указаны границы. Однако спустя 3 года Франция и Великобритания неожиданно передумали. На Лозаннской конференции вопрос о государстве курдов уже не поднимался. А курдский народ оказался разделен между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. К тому времени новая Турция стала играть уже большую роль в регионе, на мировой арене. И турецкие власти смогли убедить и Великобританию, и Францию, что Курдистану на этой карте места нет. Одной из причин вот такого, что ли, решения явилось обнаружение крупных нефтяных месторождений в районе Мосула, в Ираке, Киркука и так далее. Возмущению курдов не было предела. Одно за другим вспыхивают восстания на курдских территориях, которые жестко подавляются британскими, французскими, иранскими и турецкими войсками. И это будет только началом. Весь 20 век станет для курдов временем тяжелых испытаний. Слово «анфаль» в переводе с арабского языка означает «трофей». Но для курдов «анфаль»
на протяжении уже многих десятилетий является синонимом слова «геноцид», потому что именно «Анфаль» назывались операцией иракских властей по устрашению курдского населения. И первым этапом этой операции было уничтожение в 1983 году всех мужчин, начиная с 15-летнего возраста, курдского племени Барзан. Тогда из специального лагеря, куда были помещены депортированные барзанцы, в неизвестном направлении были увезены 8 тысяч мужчин. И больше этих людей никто не видел. А спустя 6 лет, с марта 1987 по апрель 1989 года, иракские власти провели несколько карательных операций против курдов, в результате которых погибли 182 тысячи человек. Анфалем, а проще говоря, уничтожением курдского населения, руководил генеральный секретарь Северного бюро, правящий в то время в Ираке партии Баас, двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, которого прозвали «Химический Али». Это прозвище он получил, потому что отдавал приказы о бомбардировках с применением химического оружия курдских деревень. Происходило это неоднократно, но весь мир узнал о зверствах химического Али лишь в 1988 году, после газовой атаки на курдский город Халабджа, в результате которой погибли 5000 человек. И десятки тысяч курдов были арестованы и отправлены в так называемые особые лагеря, а проще говоря, концлагеря. Геноцид курдов в Ираке 1980-х был нацелен в первую очередь против племени Барзан. И тому были свои причины. Именно из этого племени происходил самый известный курдский лидер и борец за независимость – Мустафа Барзани. Мустафа Барзани после свержения Османской империи, он в регионе Барзана возглавлял курдское движение. Это курдское движение имело приоритет на всего Курдистана. Мустафа Барзани родился в 1903 году в семье курдского шейха. Отец вскоре после рождения сына умер, и Мустафу воспитывали его братья. Становление его как революционера, оно начиналось еще с самого детства. У него было 2 брата, они участвовали в национально-освободительном движении. И потом он вырос в такого мощного революционера, который возглавил установление Мехабадской республики. К созданию Мехабадской курдской республики на территории Северного Ирана приложил руку лично Иосиф Сталин. Разделив вместе с Уинстоном Черчиллем в 1941 году Иран на зоны влияния, он приказал создать региональную курдскую администрацию с центром в городе Мехабад. В декабре 1945 года мехабадские власти провозгласили себя суверенной курдской республикой. Но год спустя Сталин, согласно договоренностям с союзниками, был вынужден вывести войска из Ирана. И курдское государство без поддержки СССР было ликвидировано иранскими войсками. Республика появилась при поддержке Советского Союза, но она перестала существовать после того, как Советский Союз отвел свои войска. Руководители курдского движения того времени с ними очень жестоко расправились, люди были повешены, и тема была закрыта. В нынешнем ближневосточном противостоянии страны Запада в Сирии преследовали каждый свои цели, прикрываясь 2 лозунгами – принести мир и демократию на территорию Сирийской республики и уничтожить террористов. США боролись с правительством Башара Асада, при этом снабжая террористов оружием. Саудовская Аравия и Катар стремились забрать себе сирийскую нефть, тайно финансируя ИГИЛ. Турция стремилась оградить себя от курдских повстанцев. Россия же вела планомерную политику по уничтожению террористов, освобождению сирийских территорий и пыталась решить курдский вопрос. Россия стала первой страной, на территории которой было открыто представительство Рожавы, сирийского Курдистана. Было 10 февраля 2016 года. Это исторический момент для курдов. Это уверенность или же надежда на то, что вопрос политического признания курдов, он все-таки будет решен. И эту надежду дала тогда курдам Россия в 2016 году.
Уже в 1947 году Мустафа Барзани получил убежище в СССР. Он вместе с 2000 своих вооруженных сторонников перешел иранско-азербайджанскую границу и обосновался в Советском Союзе больше, чем на целое десятилетие. Он очень рассчитывал на помощь Сталина, но у Иосифа Виссарионовича были свои планы в отношении курдов. Сталин не считал нужным встретиться с Мустафой Барзани. Берия разоружил и держал их как бы про запас, как карту, чтобы разыграть ее потом, в случае каких-то событий в Иране или в Ираке, поскольку курдское национальное движение рассматривалось как антианглийское, антишахское. Вот так Кремль к этому подходил. То есть их, с одной стороны, приняли, а с другой стороны, активно не использовали. Мустафа Барзани не просто жил в СССР. Он отучился в военной академии имени Фрунзе. Рассказывают, что учился увлеченно и ни на минуту не забывал о своей мечте – создании курдского государства. Прожив по указанию Сталина какое-то время в Узбекистане, Барзани, тем не менее, вернулся в Москву с определенной целью. Есть такой, эпизод, который мифический, но, наверное, имеет под собой основу, что он получил возможность приехать в Москву из этого района спецпоселения и подошел к Троицким воротам и начал туда стучать. И когда вышел там охранник и говорит: вы кто и что вы хотите? Он говорит: это не я стучу, это курдский народ стучится в дверь Кремля. И якобы был принят. Или самим Хрущевым, или его окружением. В 1958 году Мустафа Барзани решает вернуться к борьбе. Вместе со своими сторонниками он возвращается из СССР в Ирак, где была свергнута монархия. Были расчеты, что он там возглавит национальное движение просоветское. Но буквально вскоре, когда пытались местные марксисты, там была сильная иракская компартия, с ним, консолидироваться, он категорически отказался. Он сказал: я посмотрел в Советском Союзе, это не наш путь, нам этого не надо. В 60-е годы курдов решили переманить на свою сторону два ближайших союзника США – Иран и Израиль. Иран хотел с помощью курдов посеять смуту у своего ближайшего соседа – в Ираке. А Израиль хотел создать буферную зону на собственных границах. Ирак и Иран боролись за лидерство, и Иран стал делать ставку на курдов как фактор важный в борьбе с Ираком. И там работали инструктора. До этого еще израильские там тоже работали, но по другой причине. То есть все старались против усиления Ирака использовать курдов. Стратегия Ирана и Израиля была проста. До тех пор, пока курды представляли опасность для Багдада, иракские войска не могли действовать против своих соседей. И это дало свои результаты в 1967 году, когда Ирак не смог развернуть свои силы в панарабской войне против Израиля. СССР в это время также не упускал курдов из зоны своих интересов. Активную поддержку им оказывал КГБ СССР, оружием прежде всего. За счет этого он, в общем, хорошо Барзани держался. И ситуация изменилась только после того, как Саддам Хусейн в Ираке, тоже по той же модели, как в Египте, опять эти свободные офицеры свергли предыдущих всех правителей, захватили власть. В самом Ираке после прихода к власти Саддама Хусейна официальный Багдад делает несколько реверансов в сторону курдов. Саддам отправляется лично на встречу с лидером курдов Барзани и соглашается со всеми его требованиями относительно курдской автономии в рамках объединенного Ирака. Однако просит время, всего 4 года, на подготовку необходимых реформ. За это время Хусейн смог консолидировать власть и обрести нового союзника – СССР. Если Хрущев еще поддержал Мустафу Барзани и способствовал его возвращению на родину, и какие-то возлагал надежды на то, что Мустафа Барзани там будет проводить просоветскую политику, то при Брежневе уже отношения сошли на нет. Когда пришел Саддам Хусейн к власти, всякие контакты с иракскими курдами Советский Союз прекратил. И полностью ориентировались на Саддама Хусейна.
В декабре 1971 года Ирак подписал договор с СССР о поставках оружия, а в апреле 1972 года договор о дружбе и сотрудничестве. Чувствуя за собой силу, в 1974 году диктатор нарушает условия соглашения с Барзани и отказывается предоставлять широкую автономию для курдов. Если в начале отношений Саддам и курды играли, что называется, на одной стороне, то к концу 70-х между иракским правительством и курдами нарастает напряжение, а Саддам начинает разрабатывать план по устранению курдов с территории Ирака. Одной из причин геноцида курдов со стороны Саддама Хусейна некоторые эксперты считают ошибку, допущенную Мустафой Барзани еще в начале 70-х. Барзани решает привлечь на свою сторону США. До 70-е годы Советский Союз поддерживал. Он полностью и финансирование, и по идеологию более близок был к Советским Союзом, к идеологии социализма. Барзани вынужден был в какой-то степени иметь контакты с США также, но оказалось, что США прямо предал курдов. Дружба США и последующее предательство американцами курдских интересов стоило иракским курдам огромного количества жизней. На протяжении 10 лет, начиная с 70-х годов, все просьбы курдов о помощи, обращенные к США, были напрасными. На словах американцы заявляли, что готовы оказать союзникам поддержку и военную, и финансовую. Но на деле курды так ничего и не дождались. В середине 80-х годов в Советский Союз буквально хлынул поток беженцев из Турции и Ирака. Это были курды. И почему-то они полюбили собираться в Москве, на Пушкинской площади. Обсуждали последние новости из родных мест, обменивались товарами. Это был такой своеобразный курдский базар. И даже сватали там своих детей. А в начале 90-х эти собрания уже приобрели совершенно другой характер. Стали митингами за предоставление курдам автономии и за освобождение Абдуллы Оджалана. В середине 80-х годов у меня состоялось знакомство с курдами. Произошло это так. В Тбилиси проходил Всесоюзный фестиваль молодежной печати. И в павильон «Комсомольской правды» пришли два молодых человека, которые попросили познакомить их с кем-то из международного отдела. Этим человеком оказался я. Двое представились курдами и сказали, что у них есть очень интересное к газете предложение. А затем попросили опубликовать в «Комсомольской правде» большой материал о бедственном положении курдов на Ближнем Востоке. И за это, как они сказали, готовы заплатить газете 80 тысяч рублей. По тем временам деньги колоссальные. Ну, к примеру, это зарплата советского академика за 15 лет работы. Конечно же, такая статья в газете появиться не могла, потому что тема курдов в советской печати замалчивалась совершенно. Но из этой встречи я сделал для себя два вывода. Во-первых, положение курдов, наверное, действительно было настолько бедственным, что они были готовы использовать любую возможность, чтобы заявить о себе. А во-вторых, я понял, что курдская диаспора в Советском Союзе – это люди далеко не бедные. Известно, что основатель рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан начинал политическую карьеру как марксист. Выходец из большой и небогатой крестьянской семьи, он родился в Турции в конце 40-х. Это как раз то время, когда турецкие власти запрещали курдам не только говорить на родном языке, но даже произносить слово «курд». Их книги уничтожались, а традиции были объявлены вне закона. Абдулла Оджалан, он ставил задачи, значит, создание автономии. В первую очередь прекращение притеснения курдского языка. Язык красивый, очень интересный, содержательный. Это свой алфавит, свои все атрибуты, необходимые для дальнейшего развития языка. Самих курдов власти Турции именовали «горными турками». В последующие десятилетия ситуация в отношении курдов особо не поменялась. Но Оджалан уже поднаторел в спорах и выступлениях на подпольных собраниях курдской молодежи. И в 1978 году создал свою партию РПК – Рабочую партию Курдистана. Он со своими соратниками создал Рабочую партию Курдистана и поднял курдский вопрос на повестку дня. Сначала в самом Курдистане.
потому что важно было, чтобы об этом говорили сами курды. Лозунгами партии стали идеи всеобщей классово-освободительной революции на Ближнем Востоке, а Курдистан был провозглашен центром ближневосточного революционного движения. По структуре РПК была типичной марксистско-ленинской партией. Вероятно, здесь был тонкий расчет. Действующая в таком ключе рабочая партия Курдистана могла рассчитывать на помощь Москвы. Не случайно сразу появились слухи, что РПК была создана при помощи Советского Союза. Конечно, наши органы госбезопасности, именно республиканские, то есть Комитет государственной безопасности Азербайджанской ССР, Армянской, конечно, они работали прежде всего на ближневосточном, вообще на восточном направлении, то есть по Ирану, по Турции. Бытовала даже версия, что к созданию РПК мог быть причастен генерал-майор КГБ Гейдар Алиев. Об этом в свое время заявлял первый президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей. Дело в том, что Алиев по национальности курд. А вообще он работал резидентом, то есть, безусловно, он к тем же партизанским различным движениям. Курдская рабочая партия, она, безусловно, имеет партизанские отряды, то есть базы в горах. И, конечно, это именно задача госбезопасности. Она контактирует с такими структурами, пытается их и использовать в своих интересах. То есть, безусловно, он, конечно, имел отношение, был в курсе. В 1980 году Абдулла Аджалан эмигрировал из Турции в Сирию. Здесь он организовал боевые отряды, которые в течение 18 лет вели вооруженную борьбу против Анкары. Однако в 1998 году президент Сирии Хафиз Асад под нажимом турецких властей был вынужден попросить Аджалана покинуть страну. Лидер рабочей партии Курдистана отправился в Москву, где ему пообещал поддержку лидер другой партии – ЛДПР. Владимир Вольфович Жириновский не безразличный человек, он умеет дружить, умеет помогать людям. Он никогда не остается равнодушным к чужому горю, к трагедии, тем более, когда речь идет о трагедии целого народа. Жириновский великолепно знает эту проблему, великолепно знает этих всех революционеров, поэтому не случайно обращение к нему и было Абдуллы Аджалана. И он находился у него на квартире. Его, как пишут источники, насколько это верно, ему было запрещено разговаривать по телефону, но тем не менее он, связался на 1 час по телефону, и его разведки там израильская, турецкая выследили, за ним началась слежка. В какой-то момент Москве дали понять, что местонахождение Аджалана в России уже не является тайной, а заодно и напомнили, что именно от Турции зависит режим прохода российских нефтеналивных танкеров через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. И тогда, 29 января 1999 года, Аджалан на частном самолете вылетает из Москвы в Афины в сопровождении отставного греческого офицера Адониса Наксакиса. По прибытии в Афины из аэропорта Аджалана вывели через дипломатический коридор под видом сотрудника российского посольства. И практически сразу же представители греческой разведки оповестили его, что более в Греции оставаться Аджалану нельзя. Курдская община и греческие власти начали лихорадочный поиск пристанища для Аджалана. Ситуация осложнялась тем, что европейские страны, например, попросту не выдавали курдскому лидеру въездную визу. Оставалась только Африка, где, кстати, Аджалану даже пообещали дать политическое убежище. И греки переправили Абдуллу Аджалана в Кению. Это, кстати, было довольно странное решение, потому что именно в этой стране находились самые крупные региональные резидентуры ЦРУ и израильской разведки Моссад. Кто сообщил туркам о том, что Аджалан находится в Кении? Американцы, греки, израильтяне? Это до сих пор неизвестно. Но 15 февраля 1999 года в резиденцию греческого посла в Найроби ворвались несколько десятков военнослужащих турецкого спецназа, которые прибыли в Кению для того, чтобы арестовать Аджалана.
И он был переправлен в Турцию, где приговорен к высшей мере наказания, которая, впрочем, под давлением мировой общественности была заменена на пожизненное заключение, которое Аджалан по сей день и отбывает на турецком острове Имралы в Мраморном море. В попытках обрести свое государство курды постоянно обращались за помощью то к Ирану, то к СССР, то Великобритании, то к США и Израилю. Но ни одна сила не могла помочь курдам решить их проблему. Каждый из политических игроков, который для вида помогал курдам, на самом деле преследовал свои цели. Для американцев, конечно, основной противник – это Китай. И дело в том, что Китай снабжается нефтью из Ирана. И уничтожение Ирана – это в то же время удар по Китаю. А для того, чтобы, опять же, дестабилизировать, подобраться к Ирану, им нужно вот это вот посеять панику. То есть вот это созданное исламское государство, целью которого на самом деле было именно вот дестабилизация, то есть не защита курдов. Сегодня курды не могут договориться не только со своими политическими спонсорами, но и между собой. Иракские курды уже не хотят образовывать новое курдское государство. Они считают, что им достаточно автономии. Именно в иракском Курдистане добывается 60% иракской нефти, доходы от которой идут на развитие местной экономики. Турецкие курды борются за свои права и мечтают стать мощной политической силой, оказывающей влияние на решения Анкары. Сирийские курды собираются создать свое отдельное государство. Отсутствие статуса может привести только к гибели курдского этноса, поскольку отсутствие статуса не дает возможности курдам обучаться родному языку ни в детских садах, ни в школах, ни в университете. Народ, этническое большинство Курдистана, стал этническим меньшинством в составе новообразованных государств – Турция, Сирия, Ирак и в составе Ирана. И это крайне несправедливо, поскольку каждая страна проводила свою политику. Где-то арабизация, где-то тюркизация, где-то еще что-то. Эту самобытную народность езидов пытались уничтожить в течение столетий. И во времена Османской империи, и в конце XX века. А сегодня езидов целенаправленно уничтожают террористы из ИГИЛ. Причем в основном мужчин. Женщин игиловцы похищают, насилуют и насильно обращают в исламскую веру. Детей езидов в возрасте до 12 лет отбирают у матерей и помещают в специальные лагеря, где их воспитывают в духе радикально-экстремистских ценностей. Мужчин же, как я говорил уже, просто убивают. Жертв на сегодняшний день 5000 человек, и более 50 тысяч езидов стали беженцами. Курды-езиды вобрали в свою религию представления разных конфессий о Боге и об устройстве мира. Однако в основе их верований лежит древнейшая монотеистическая религия – зороастризм с верой в высшее божество Ахура-Мазду. Считается, что древнейший город в России, найденный в Челябинской области, Аркаим, был городом, в котором жили зороастрийцы. Езидизм – это вероучение. Вероучение, которое осталось нам в память о наших предках, их видение о мире, как был обустроен мир. И многие древнейшие курдские традиции, может быть, они сохраняются и среди курдов других религиозных течений, но по большей части среди именно езидов. Езиды – единственные из курдских племен, которым никто из стран Запада не предлагал помощи. Во времена гонений они бежали в Иран, Россию и Турцию. Многие нашли прибежище в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге. Были случаи, когда говорили, что были выявлены в Египте, в Ливии. То есть девушек просто продавали. Продавали и делали с ними то, что им было угодно. То есть это отдельная драма, отдельная трагедия, касающаяся именно вот этой части курдского этноса. Если курдов в Кабане просто убивали, а курдов-езидов часть убивали, мужчин в основном убивали, а женщин в рабство. Российская певица Зара по происхождению езидка. В ее репертуаре несколько песен на курдском языке. Она поет езидские песни, где главная тема – любовь к своему народу и мечты о свободе и мире.
Подписание меморандума между президентом Путиным и президентом Турции Эрдоганом принесло пусть хрупкое, но перемирие на северо-востоке Сирии. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» пишут, что решение по Сирии, подписанное 22 октября 2019 года, закрепило стратегическое преимущество России на Ближнем Востоке. Путин стал доминирующей силой в Сирии и главным переговорщиком на Ближнем Востоке. Однако, к сожалению, курдский вопрос пока остается без ответа. И как его решить, не знают ни США, ни страны Ближнего Востока, ни даже сами курды. Курдский вопрос пока не урегулирован. С точки зрения самих курдов, урегулирование курдского вопроса – это создание курдского государства или создание широкой курдской автономии в тех странах, где живут курды, самый крупный народ мира, не имеющий государства. Так как же кардинально решить курдскую проблему в наши дни? Это сейчас вопрос скорее теоретический. Потому что в современном мире курдам вряд ли стоит рассчитывать не просто на самоопределение, но и на создание собственного государства. Ведь у курдов до сих пор очень много врагов. А вот с союзниками просто беда. Да и союзники эти очень часто пытаются одергивать курдов. Впрочем, и сами курды порой ведут себя так, что осложняют и без того непростые отношения этого народа с окружающим миром. Гордые, смелые, но непрекаянные и такие разрозненные в своем этническом, религиозном и даже языковом многообразии, курды, казалось бы, везде, и в то же время нигде. И, может быть, этим объясняется то, что курды стремятся служить и нашим, и вашим. Но, как известно, слуг нескольких господ в политике, как, впрочем, и в жизни, особенно не любят. С вами был Павел Веденяпин. И берегите себя.